В 12 часов ночи был выход с 8300. Вершина была в 9:30 утра по непальскому времени, я все говорю. И, соответственно, нужно было спуститься назад на 7000. 22 часа заняло. А вы там, получается, оторваны были от связи, от как-то там Да. сеть? Ничего нет, да. Даже рации технические? Ну, рации были, конечно, у нас Вот между это пунктами, но они тоже не везде пробивали. Только надежда была на себя, На себя, на кислород, на то, что страховка не подведет. Спасибо. Александр Геннадьевич, а в общей протяженности сколько километров вы зигзагами туда почти Ну, 9 километров, поймите. а так? Да. Сколько километров? Ну, до 5200 идет грунтовая дорога, базовый лагерь. Поэтому вот с 5200 могу только считать. 25 километров, ну и так около, плюс 27, ну километров 52 вот так. С 5200. С 5200. Да, до 8. А 800. до До 5200? Да. Ну, это на машине. По На тебе, машине. да. Там где-то асфальт, а где-то потом и бездорожье. На 5200 привозят продукты и питание до 5200 есть. Дальше уже яки. До 6400 яки, а после 6400 уже ничего не ходит, не едет. Да, ну и причем не пешком, там отвесные стенки, там вот такой подъем. Есть называемые 3 ступени знаменитые. Одну из них ночью проходишь, вторая ступень вообще в одном месте лестница привязана, потому что она вертикальная, по-другому ее не пройти. В 1924 году впервые попытку восхождения предприняли англичане Ирвин и Мэлори. Говорят, что они зашли, но был один альпинист, который попытался преодолеть их путь без вот этой лестницы. Лестницу уже поставили в 60-х годах, вот это вот прикрутили ее веревкой. И он не смог пролезть, он говорит, что Ирвин с Мэлори вряд ли пролезли бы. Поэтому впервые восхождение было совершено со стороны Непала, новозеландцем Хиллари и Шерпой Дансена. Шерпа — это народность, которая там живет по 4200. Есть, так знаменитая, с той стороны Непала знаменитая ступень Хиллари, но на самом деле и восхождение со стороны Непала, и восхождение со стороны Эвереста — это гребень, вдоль которого ты идешь. Вот здесь стенка, вот здесь пропасть, здесь маленькая дорожка и веревка, которая натянута, ты привязан к ней страховкой, и ты идешь все время вдоль стены, вот так, прижавшись к скале. Там внизу несколько сот трупов. Несколько Что сот. сорвался? Ну да, те, кто сорвался, считайте, 10% от тех, кто пытался зайти, погибли. При этом на тропе не так много их. Все остальные там. А вы не планируете свои впечатления, да, оформить какие-то там мемуары? Вот, все... Ну нет, наверное. Я думаю, что мы может, фотографии будем публиковать в соцсетях, много видео, там какой-нибудь ролик сделаю сейчас, повешу. Но это уже надо публиковать тогда по итогам всех 7 вершин. Ну вот я и говорю, вот не планируете после, когда все ваши мечты осуществятся, скажем, в лагере, об Может этом быть. писать? Да. Просто пока еще Александр Александрович поможет на татарский перевести. Найдем, переводчик, переведем.